На этой неделе прошла встреча политических сил страны с представителями Кабинета министров. Министры развернуто ответили на острые вопросы, интересующие общественность. Сегодня мы расскажем, как страна справлялась с COVID-19, какие были сложности, а также о том, почему отменили электронную систему выплат российских пенсий. Хотим, чтобы наше общество услышало, что сделано, что не сделано. Это важно, это посыл мы даем нашим гражданам, нашим людям. Те люди, которые каждый день сталкиваются с проблемами. Мы многие вещи забыли, что было после войны. Жизнь стала лучше. Но кто-то опять нас возвращает в какой-то каменный век. Поэтому мы не хотим, чтобы мы возвращались. Мы хотим развиваться и двигаться. И если нужно помочь, если нужно стать рядом и поддержать какие-то инициативы, благие инициативы, но есть проблемы, и мы должны об этих проблемах говорить. И мы не хотим здесь утаивать, мы не хотим здесь скрывать, мы не хотим здесь как-то обелять. Давайте вместе эти все вещи обсуждать. Мы позже скажем, что мы предлагаем оппозиции. Оппозиция утверждает, уже много раз, кстати, об этом говорят некоторые лидеры, о том, что была провально проведена борьба с коронавирусной инфекцией. Я лично сам, будучи депутатом, ездил в наш Гудаутский ковидный госпиталь, оставался там на ночь, помогал, чем мог, и увидел, как был обеспечен Гудаутский ковидный госпиталь. Было бесплатное лекарство, было бесплатное питание. Конечно, эта пандемия, столкнулся весь мир с этим. И мы тоже, конечно же, не находимся на каком-то необитаемом острове. И я хотел бы, чтобы еще раз министр здравоохранения обществу рассказал, что было сделано за эти 1,5-2 года. Что было сделано, какая работа была проведена, сколько человек спасли, сколько удалось спасти человек. Конечно, очень много ушло людей, наших граждан. Но весь мир с этим столкнулся. И что было сделано и какая эффективность от этого была. Попрошу еще раз поподробнее рассказать нам об этом, чтобы люди наши услышали. Те, которые прошли через эти все медицинские учреждения. Мы знаем, как работал ковидный госпиталь в Гудаутах. Мы знаем, как инфекционная больница работала здесь, в Сухуми. Все было бесплатно, обеспечение было бесплатно. Но нельзя на этом играть. Политические дивиденды на этом, это мое мнение, нельзя зарабатывать. Это неправильно. Я хотел бы предоставить вам слово. Хочу ответственно заявить, утверждение о том, что невыполнение мер защиты граждан в разгар пандемии коронавируса и отсутствие своевременных и скоординированных мероприятий по приобретению вакцин и медоборудования, повлекшие за собой коллапс в медучреждениях и смерти наших граждан, это неправда, это надуманный лозунг, в корне не соответствующий действительности. С первого дня начала пандемии Минздрав при поддержке правительства страны и лично президента Аслана Бжаня вел активную и целенаправленную работу по противодействию коронавирусу и спасению жизни наших граждан. В подтверждение вышесказанного приведу сухую статистику, отраженную в справке о мерах, предпринятых Министерством здравоохранения в целях противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Расскажу хронологию событий, чтобы у нас просто было понимание у наших граждан о том, какой объем работы вообще был проведен Министерством здравоохранения, правительством вообще всеми вместе. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуации в области общественного здоровья, имеющей международное значение. 3 марта 2020 года приказом министра здравоохранения введен строгий карантин в лечебно-профилактических учреждениях Республики Абхазия, учитывая эпидданные по COVID-19 в сопредельных странах. 5 марта уже приказом министра здравоохранения введены ограничительные меры на введение массовых мероприятий и запрет на проведение мероприятий с участием детей. 6 марта приказом министра здравоохранения введены дополнительные меры по снижению риска завоза коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. Проведение санитарно-карантинного досмотра перемещающих со стороны Российской Федерации в Республику Абхазия. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка приобрела характер пандемии. 13 марта центром стала Европа. С 15 по 19 марта 2020 года в целях повышения квалификации и ввиду сложившейся обстановки и распространением COVID-19 в Ставропольском противочумном институте Роспотребнадзора проходит обучение наших 2 специалиста из Абхазии по ПЦР-диагностике коронавирусной инфекции. 18 марта 2020 года в Республике Абхазия создан Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
19 марта 2020 года создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. С первого дня предприняты меры по обеспечению заболевших кислородом. ковид оказывает сильное влияние на работу легких. Дополнительный кислород необходим пациенту как на этапе лечения, так и на этапе восстановления после коронавируса. Наши граждане, благодаря четкой и слаженной работе всех профильных структур, ни на один день не остались без кислородного обеспечения. Хочу пояснить, что настолько сложная была ситуация с кислородом в Российской Федерации. Мы закупали кислород в Краснодарском крае. Крайние случаи были, когда возили с Азова, с Волгоградской области. И это все надо было провести вовремя, и все эти манипуляции должны были облегчить, чтобы доставка была кислорода нашим гражданам. И все это вовремя привозилось, несмотря на колоссальный дефицит, который был вообще в Российской Федерации и во всем мире. С 19 марта Государственной санитарно-эпидемиологической службой в Республику Абхазия завозятся первые тест-системы для выявления COVID-19. С 20 марта в Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории силами своих специалистов начаты исследования по выявлению больных и носителей COVID-19. С 26 марта вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, организация стационарной помощи пациентам. 26 марта 2020 года создан ковид-госпиталь на базе Гудаутской ЦРБ, 220 койко-мест. 30 июня Сухумская городская детская поликлиника передана система ультразвуковой диагностики на 2 миллиона 418 тысяч рублей. Я просто уже буду говорить о тех финансовых затратах, которые и шло руководство помимо борьбы с ковидом. Республиканская детская больница получила автомобиль новой скорой помощи на сумму 9 миллионов 45 тысяч рублей. 18 августа лаборатория передана бактериологическая лаборатория в целях усиления службы. Далее, 17 сентября приказом главврача центральных районных больниц созданы боксированные палаты для температурящих больных в Галах, Творчалах, Ачамчирах, Багудзерах, Гаграх, Сухумской инфекционной больнице. 12 октября в Гагрский район организовано 25 койко-мест. Также инфекционная больница город Сухум, я сказал. 25 декабря 2020 года для ЦРБ Гудаутского района приобретен компьютерный томограф на сумму 14 миллионов 950 тысяч рублей. Средства для приобретения дорогостоящего оборудования были собраны абхазскими предпринимателями. В кратчайшие сроки по поручению правительства на территории Гудаутского госпиталя было построено здание под КТ. В этих целях из резервного фонда президента Республики Абхазия выделено 8 миллионов 669 тысяч рублей. 12 февраля 2021 года утверждены санитарные правила в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как только появилась официальная информация о разработке вакцины от коронавируса COVID-19, хочу перейти в вопросах вакцинации, мы сразу взяли ситуацию под контроль, находились в постоянном контакте с российскими коллегами. Так, 3 мая 2021 года в республику распоряжением президента Республики Абхазия поставлена первая партия вакцин для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 8 тысяч доз на сумму 6 миллионов 129 тысяч рублей. Также в мае в республику при содействии абхазской и московской диаспоры поставлена партия вакцин для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 5 тысяч доз на сумму 3 миллиона 830 тысяч рублей. Тут важно отметить, что на протяжении всей пандемии вакцина в страну поставлялась стабильно. Были ситуации, когда прививки завозились с трудом, но с такой проблематикой сталкивались все государства, которых постиг COVID-19. Это связано с высокой потребностью в вакцине и повсеместным ростом заболеваемости. 9 августа 2021 года в республику осуществлена поставка вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 5 тысяч доз. Я вот хронологию рассказываю, как страна приобретала и завозила эту вакцину. 18 августа прибыл мобильный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации, который помог врачам оказывать помощь в режиме колоссальной нагрузки, запредельной находились абхазские врачи, смею вам заметить. 19 ноября 2021 года открыто отделение для больных COVID-19 в психиатрической больнице. Это тоже отдельное направление со сложными профильными больными, которые требуют вообще индивидуального подхода, учитывая психосоматический статус, который есть у этих пациентов. 16 ноября 2021 года в республику доставлена вакцина
в 12 тысяч доз на сумму 8 миллионов 955 тысяч рублей. 13 декабря также вакцина доставлена 1500 доз на сумму 1 489 000 рублей. Также 27 декабря в республику доставлена вакцина на сумму 1 489 000. 10 февраля доставлена вакцина для профилактики коронавирусной инфекции 3000 доз на сумму 2 979 000. Количество приобретенных вакцин покрыло потребности в вакцинопрофилактике коронавирусной инфекции. Но мы знаем, что в обществе были определенные тенденции, когда люди сопротивлялись вакцинации, и это тоже присутствовало. Наряду с вышеизложенным в период с 20 по 22 года Министерством здравоохранения проведено медицинское оборудование на сумму 128 миллионов рублей. Вот у меня весь перечень, могу показать, сколько всего было приобретено для нужд наших лечебных учреждений. Период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года медицинским учреждениям переданы концентраторы кислорода в количестве 114 штук на сумму 12 миллионов 148 тысяч рублей. Смею заметить, что вот эти концентраторы, их еще надо было найти и привезти. Это был дефицит колоссальнейший в тот период времени. Для мониторинга состояния пациентов, находящихся в реанимации, Минздравом в период 2020-2022 годов дополнительно приобретены мониторы на общую сумму 8 миллионов 898 тысяч рублей. Также у нас все эти данные есть в открытом доступе. Мы готовы предоставить любую информацию касательно вообще всей закупки оборудования. Пандемия коронавируса застигла врасплох весь мир, в том числе страны с развитой экономикой и отличными медицинскими показателями. Несмотря на ряд предпринятых мер, постоянное взаимодействие разных стран и ускоренные сроки изучения нового вируса с целью противодействия ему, ковид унес миллионы жизней людей по всему миру. Мы потеряли 698 наших граждан. За жизнь каждого мы боролись всеми средствами и силами. Каждый погибший – это большая утрата и боль для нас. Если сравнить уровень летальности от ковид в соотношении с заболевшими, то в этой ужасающей своими масштабами статистики наша республика демонстрирует достойный результат. Об этом говорят цифры. Показатель летальности от COVID-19 в республике Абхазия 1,45. Хочу вам просто сравнительную таблицу предоставить, просто показать те цифры, которые есть в развитых странах с хорошей экономикой, когда они вообще врасплох все были вот этим коронавирусом. По Российской Федерации 2,07%. По Краснодарскому краю 6,68%. По Москве 1,6%. По Республике Абхазия я уже сказал 1,45%. Соединенные Штаты Америки 1,2%. Польша 1,9%. Все эти данные есть в свободном доступе, вы можете посмотреть в интернете. Я думаю, что сегодня люди до сих пор сражаются с ковидом. Этот ковид не ушел еще, поэтому в Гудаутском госпитале у нас лежат пациенты. Вы знаете, в каком колоссальном режиме перегруза и кадрового дефицита все медицинское сообщество республики с помощью всех наших граждан, с помощью президента, с помощью кабинета министров, премьер-министра. Вот у меня лично с того момента, вот сегодня 11 мая, ровно 2 года, как я заступил на работу в Республику Абхазия, в ежедневном формате, круглосуточном режиме были вопросы и доклады руководству страны. А официально, открыто об этом говорю. Каждые наши вопросы, которые нужно было решать, они решались, несмотря на какой-то временной промежуток. Это был день, это была ночь, неважно. Обращались и всегда были услышаны, и нам всегда помогало наше руководство. И сегодня говорить, что провал в системе оказания помощи нашим гражданам, да, у нас сложные были ситуации, да, у нас были ситуации, когда мы, невзирая на временной промежуток, и вывозили за пределы Республики Абхазии, в Российскую Федерацию вывозили. Этим тоже вопросом мы занимались. Поэтому статистические данные, они говорят сами за себя, поэтому я думаю, все люди, которые сегодня, вчера и сегодня и будут принимать участие, люди в белых халатах, которые стоят на страже нашего здоровья, ну, наверное, отчасти это будет обидно для них тоже услышать такую характеристику.
Да, Товарищ, от нашего лица хотим еще раз поблагодарить за вашу работу. Каждому, кто ездил на смены, кто рисковал, кто несколько раз переболел, кто не вакцинировался и вакцинировался. Спасибо большое наша за ту общая работу. работа всего медицинского сообщества, не только наша. Большое Всех спасибо граждан. всем, каждому, еще раз повторяю, медику нашей страны, которые самоотверженно боролись и помогали нашим гражданам. Я хотел бы сказать, что вот эти элементы политической провокации не должны быть. Минздрав находится вне политики. Я уже один раз говорил на эту тему. Мне не хочется возвращаться к этому. Любой гражданин, находясь на территории Республики Абхазия, невзирая какой он национальности, невзирая какой он там, какая у него позиция там жизненная, да, если ему что-то нужно, он может спокойно прийти к министру здравоохранения, Минздрав Республики Абхазия, и мы с чем можем, всегда как помогали, так и будем помогать. В этом плане вопросов нет. Люди знают, да, вот кто сталкивался со мной, никаких проблем в плане общения, коммуникации нет. Вся страна была мобилизована на борьбу с ковид. И я еще раз хочу сказать, что даже страны с высокой, хорошей экономикой попали в коллапс. Конечно. Италия, первые дни ковида, помните? А посмотрите Европу, как накрыл ковид, да, и никто не знал, с какой стороны вообще, насколько он контагиозен, да, как вообще лечение будет проходить. Кто подумал бы, что на первых этапах, что кислородозависимая будет вся эта ситуация, что кислород нужно будет привозить, и потом в таких объемах у нас до 6 до 8 тонн кислорода в сутки уходило в стране. Вы вспомните те времена. Ну, это тоже, наверное, надо все вспомнить, наверное, надо как-то проанализировать. Но если какие-то вопросы есть, давайте, готовы ответить. Я лично готов прийти на любую площадку и поговорить на тему того, что я знаю. Вами сделана колоссальная работа. Но на данный момент политическая конъюнктура требует именно вот так вот ставить вопрос. Да, так что это надо понимать как провокацию, по большому счету. Нам нужно слаженно доносить до населения, какие у нас проблемы есть, как мы их решаем, и тогда, я думаю, вопросов будет меньше. Каждый человек переживал, и каждый человек пытался чем-то помочь. И то, что Министерство здравоохранения и руководство страны, я лично соприкасался и с вами, когда по благотворительной части мы занимались, помогали людям, и со всеми остальными людьми, я видел, как работа шла, и кто спал, и кто не спал, все это было видно. Но обвинять в таком, ключе руководство страны, это правда неправильно. Действительно, обвиняя в этом власть, да, они ведь обвиняют и свое ближайшее окружение, свою родню, потому что такой контингент огромный был задействован в решении этой проблемы. Обвиняли, почему введен режим коронавируса, почему власть не следит, почему позволяла там какие-то свадьбы, другие мероприятия и так далее. Мне просто интересно, как бы они этот вопрос решали, придя к власти. В законодательном порядке. В советское время у нас было такое, когда запрещали, пышные мероприятия, а куда Адрахона, где он, это другой период был. Сейчас на сознании много, но, к сожалению, сознание не так всегда работало. Я могу сослаться на опыт свой, да, опыт моей ближайшей родни, опыт моих друзей, когда люди, в общем-то, довольно грамотные, да, неделями температуру под 40 имели и не шли, не обращались. И я таких только 11 человек знаю. К сожалению, это моя боль. Их уже привозили тогда, когда они уже были никем и ничем. Эти люди тоже входят в тот список, который, стал результатом, понимаете, я считаю, это вообще спекуляция на ужасной теме. Политическая составляющая у нас стала доминантой. И мы готовы идти по ногам, по трупам тоже, чтобы вперед выдвигать политику. Вот это самое страшное, что может быть. И не могу не согласиться с Лашей, может быть, имеет до тошнотворности, может быть, часто и чаще говорить о том, что было сделано. Говорить и говорить. Одно и то же идет уже которое время, да, что плохо с коронавирусом, катастрофа и так далее. И нежелание ничего видеть, не слышать. Но еще раз повторюсь, для меня это самый ужасный вопрос из всех, которые есть, даже не экономический. Вот и мы этим занимаемся, мы на этом делаем политику. И я бы хотел, что пришло осмысление
Ну, дальше путь в никуда. Руслан Таифович, вы рассказали, в каком сейчас ситуации, как это происходит, процедура получения пенсии. Потому что вот здесь вопрос звучит так. Отмена системы электронных расчетов с пенсионерами, проведенная под надуманным предлогом в разгар пандемии. Мы продолжаем тему пандемии, и вот именно, видимо, в разгар пандемии, и в каком ситуации сейчас эти расчеты, и как они проходят получение пенсии. Проблема связана с переплатами, которые у нас образовались, связана с тем, что после смерти пенсионера какие-то лица продолжают снимать пенсии незаконно, и образовываются какие-то большие переплаты и задолженность перед пенсионным фондом. Проблема эта связана с тем, что у нас своевременно или вообще не регистрируется факт смерти гражданина. В соответствии с нашим законодательством заявить о смерти устно или в письменной форме в орган ЗАГС обязаны супруг, супруга, другие члены семьи умершего, а также любое другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным образом информированное о наступлении смерти. Но также и государственные учреждения, органы, если на момент смерти находился гражданин там. Но, к сожалению, с учетом всех наших особенностей, факт смерти не регистрируется своевременно. И до 2015 года, до того, как у нас появились карты АПРА, национальной платежной системы, это происходило таким образом. Лично гражданин, пенсионер, получал пенсию в сберкассе или его доверенное лицо. И, конечно, тогда тоже были переплаты, но установить лицо, незаконно снявшее денежные средства после смерти пенсионера, было несложно, так как круг лиц был узкий. Это мог сделать только доверенное лицо или сотрудник банка. И таким образом вопрос решался. Но после того, как появились карты АПРА с 2015 года, ситуация резко поменялась у нас. И теперь уже после смерти пенсионера по картам АПРА какие-то лица незаконно дальше продолжали снимать средства. И у нас с 2015 года, вот я могу сказать, если взять за первые 3 года, до 2018 года, если незаконно было снято там чуть более 4,5 миллионов, то с 2018 года по 2020 год эта сумма достигла уже почти 27 миллионов рублей. И в последний момент уже даже в месяц почти около 1 миллиона. То есть этот процесс набирал обороты. И таким образом, конечно, естественно, российская сторона, это Пенсионный фонд России, имел претензии к нам, ставил вопрос. И мы пытались решить этот вопрос другими способами, но единственное возможное решение на тот момент мы нашли именно приостановить выдачу пенсии по картам АПРА. Это с августа 2020 года. После того, как мы приостановили, у нас ситуация опять резко поменялась. То есть уже были единичные случаи, когда незаконно снимали, но опять-таки установить уже лицо, совершившее данное незаконное действие, было легко, так как это мог сделать только доверенное лицо или сотрудник банка. И таким образом вопрос решается. Однако вот за период с 2015 года по 2020 год мы до сих пор получаем информацию от Пенсионного фонда России о переплатах. То есть и в настоящее время устанавливается случай смерти именно за этот период и снятия средств. И таким образом вот у нас происходило. В настоящее время вернуться вот к этой старой схеме снятия средств по картам, я думаю, что пока нельзя, так как это наберет новый оборот, и мы вернемся к старой ситуации. По инициативе российской стороны
хотя добавлю, скажу, что если мы не приняли бы на тот момент меры, российская сторона самостоятельно могла бы принять иные меры. Но эти меры были бы более неприятными. То есть пострадали бы все? Пострадали бы все. Ну, например, скажем, снятие средств возможно только на территории России. Такое тоже могло быть. Вот. И вот таким образом мы получаем ежемесячно информацию о переплатах, мы направляем сразу в Генеральную прокуратуру, прокуратура занимается, это не вся сумма переплаты, возвращаются средства тоже, прокуратура где может устанавливать, но во многих случаях не представляется возможным установить этих лиц, которые сняли средства. Так как это происходило по пластиковым картам, могли снимать в любом банкомате Республики Абхазия и затем в конце выбросить эту карту. Конечно, главное сделать все, чтобы наши граждане, пенсионеры не пострадали. Мы, конечно, вот понимаем, что... Основная задача. Да, и вовремя получали пенсию. Задержек же нет у вас, я так понимаю. Никто не остался без пенсии после Долгов таких тоже нет, принятых правильно? мер. Более того, хочу сказать, что Сбербанк дополнительно открыл сберкассы для выдачи пенсий пенсионеров. Кроме того, в Гудаутском и Ачимчирском районах Сбербанк осуществляет доставку пенсий в села. То есть привозят ежемесячно пенсию в села, чтобы они получали там пенсию, чтобы им было удобно. Конечно, какие-то очереди образовываются в начале, в первые 2-3 дня после поступления средств. Но после 2-3 дней дальше уже никаких очередей нет, свободно могут в сберкассах получать пенсии. Вас обвиняют, то, что вы умышленно в период пандемии ухудшили положение наших пенсионеров. Нет, конечно, не умышленно. Более того, на тот момент мы достигли такого пика, когда уже дальше российская сторона ставила вопрос. И я, как уже сказал, могли быть другие методы решения, которые еще ухудшили бы ситуацию для наших пенсионеров. Нет, тогда, я, насколько помню, ставился вопрос, что пенсионерам физически необходимо было приходить, стоять в очереди в кассах, там, и тем самым они подвергались опасности. Наверное, вот этот вопрос, да, стоит? Это имеется в виду? Да, для того, чтобы не было больших очередей, тогда Национальный банк тоже придумал график выдачи пенсий по возрастным категориям, в соответствии с которым уже не было таких очередей в сберкассах тоже. Главная ошибка исправлена, люди стабильно получают пенсию. Проблемы нет в этом плане. Зачем вообще об этом говорить? Для наших пенсионеров мы всегда приносили и приносим свои извинения, но это вынужденная мера. Я знаю, что вы занимаетесь пенсионной реформой. Вот расскажите тоже в 2 словах, как она будет проходить, когда это возможно, потому что все говорят о том, что никто ничем не занимается, я имею в виду оппозиционные, да, там настроенные товарищи, да, вот. А мы знаем о том, что предстоит пенсионная реформа, и все эти вопросы, они там должны быть систематизированы. Сейчас это как промежуточная мера, которая сейчас происходит, да, это тоже можно донести, что обратно только из-за того, что не допускать те вещи, которые были ранее. И еще в 2 словах, ну, кто-то знает, наверное, кто сталкивался, местные органы, ну, в нашем случае, я имею в виду администрации, ведут также это учет, регистрируют и так далее. Часть ответственности, наверное, и на нас тоже, да, распространяется. Вот все вместе для того, чтобы это было каким-то единым целым в виде реформ, если можно, в 2 словах, для того, чтобы люди понимали, какая перспектива ожидает их в этом вопросе. Это очень важно, мне кажется. Ставится создание новой пенсионной системы. И вот в рамках реализации программы гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации нами разработаны 3 законопроекта, основополагающих 3 законопроекта. Это закон о персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования, о государственном пенсионном обеспечении и о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Речь идет о создании новой современной пенсионной системы, которая будет отвечать всем требованиям сегодняшнего дня.
Что имеется в виду? Создание персонифицированного учета каждого работника, каждого гражданина Республики Абхазия. Это дает нам возможность владеть информацией, иметь статистику, правильно прогнозировать, правильно планировать в будущем. В дальнейшем пенсии для будущих пенсионеров будут назначаться в соответствии с персональными данными, которые мы имеем. То есть пенсия будет зависеть от размеров заработной платы, перечисленных страховых взносов в Пенсионный фонд Республики Абхазия. И это дает стимул работнику уйти от каких-то серых схем и заключать официальные договора, получать белую зарплату и контролировать своего работодателя, чтобы он своевременно и в полном объеме уплачивал удержанные и начисленные страховые взносы в пенсионный фонд. Кроме того, эта система предусматривает перераспределение источников финансирования. Если мы сегодня за счет только страховых взносов, которые поступают в пенсионный фонд, уплачиваем в основном все виды пенсии, то данная система предусматривает разграничение источников, то есть только страховые пенсии будут трудовые уплачиваться за счет страховых взносов, а другие виды пенсии за счет иных источников, за счет государственного бюджета Республики Абхазия. Конечно, это большой объем и очень важные законы, необходимо проработать. Сегодня они находятся на согласовании и в администрации президента. Я думаю, что в ближайшие месяцы завершит исполнительная власть согласование и направит в парламент, и дальше мы уже начнем информировать также население. Принятие этих законов не означает, что они сразу вступят в силу, в том плане, что подготовительный процесс займет еще какое-то время, необходима автоматизация и программное обеспечение, приведение в соответствие подзаконных актов, нормативных актов, в общем, а также большие объемы финансовые требуют исполнения этих законов, и потому надо будет тщательно подготовиться, и я думаю, что уже к 2026 году у нас все это будет. В понедельник, 15 мая, смотрите расширенный отчет Кабинета министров на тему энергетической отрасли страны.